Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба, в эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях во внешней политике, заметных мировых новостях, приводим мнения экспертов, анализируем происходящее. Итак, начнем. США будут продолжать операцию в Иране в течение, цитата, 4-5 недель и уже значительно опережают график, заявил президент США Дональд Трамп. При этом он допустил, что американские военные могут приостановить удары, если Тегерану удастся удовлетворить Вашингтон в рамках переговоров. Однако пока этого не произошло. Глава Белого дома также выразил уверенность, что Исламская республика в итоге подчинится воле США и Израиля и заявил, что у него есть, цитата, 3 очень хороших кандидата на пост лидера Ирана. По словам главы Белого дома, США и Израилю не составит труда поддерживать интенсивность боевых действий. Цитата: «У нас огромное количество боеприпасов, знаете, у нас есть боеприпасы, хранящиеся по всему миру в разных странах», отметил американский лидер. Однако в то же время в беседе с NBS News он допустил, что США могут приостановить удары, если Тегеран удовлетворит Вашингтон в рамках переговоров. Пока, по его словам, Ирану сделать это не удалось. По утверждению того же Трампа, многие военные, дескать, хотят сдаться, чтобы спасти свои жизни. Они просят иммунитет и звонят тысячами, отметил он. В интервью New York Times глава Белого дома упомянул, что удары США и Израиля по Ирану вывели из строя значительную часть иранского военно-морского флота, включая 9 кораблей и штаб-квартиру. Иранский МИД ранее подтвердил гибель начальника генерального штаба военных сил генерала-лейтенанта Абдаль-Рахима Мусави, главы корпуса стражей исламской революции генерал-лейтенанта Мохаммеда Пакпура, министра обороны генерал-лейтенанта Азиза Насирзаде и секретаря Совета по обороне адмирала Али Шамхани. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаминеи. Он погиб. Кроме этого, президент США описал 3 возможных сценария того, как может быть сформировано новое иранское правительство и передана власть. New York Times отметила, что все они противоречат друг другу. Когда его спросили о планах по передаче власти, Трамп заявил, что надеется, что элитные иранские вооруженные силы, включая закаленных офицеров корпуса стражей исламской революции, которые обладали значительным влиянием и извлекли выгоду из существующего режима, просто передадут свое оружие иранскому народу, говорится в публикации. Еще один вариант, который издание назвало совершенно иной моделью, предполагает венесуэльский сценарий, когда большая часть правительства сохранит свои посты и будет готова к прагматичному сотрудничеству с США. Это развитие событий, по словам Трампа, станет, цитата, идеальным. New York Times подчеркнула, что американский лидер, похоже, увлечен идеей использовать именно эту модель для урегулирования ситуации в стране. Последний же вариант, о котором упомянул президент США, предусматривает то, что иранский народ сам свергнет свое правительство. По словам главы Белого дома, иранцы говорили об этом годами, и теперь у них, очевидно, появится возможность это сделать. Дональд Трамп в интервью также заявил, что Соединенные Штаты готовы отменить санкции в отношении Ирана, если новое руководство продемонстрирует себя, цитата, как прагматичный партнер. При этом он не стал четко отвечать на вопрос о том, будет ли Вашингтон защищать иранский народ, если тот все-таки решит свергнуть правительство. Цитата: «Я не даю никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону. Еще слишком рано. У нас есть работа, и мы ее очень хорошо выполнили. Я бы сказала, что мы значительно опережаем график», заявил президент США. На вопрос о том, кто же может возглавить страну после завершения операции, Трамп ответил уклончиво. Он заявил, что у него есть 3 очень хороших кандидата на пост верховного лидера Ирана, но не назвал конкретные имена. Журналисты New York Times предположили, что речь может идти, например, о секретаре Высшего совета нацбезопасности республики Али Лариджани, который до начала американско-израильской операции возглавлял иранскую делегацию на переговорах по ядерной сделке. Однако глава Белого дома не стал отвечать, может ли Лариджани, по его мнению, возглавить правительство Ирана.
Тяжелое положение Ирана, жертвы жестокой агрессии США и Израиля, заставляет задаться вопросом, неужели древнее государство обречено? Однако у этой мудрой и прекрасно умеющей воевать страны есть свои козыри в противостоянии с агрессорами, уверены аналитики и эксперты. Некоторые из них Иран приоткрыл еще летом 2025 года, другие достает только сейчас. Ответные удары Тегерана по Израилю постепенно истощают и делают бессмысленным пресловутый железный купол, местную систему ПРО. Именно после того, как ущерб для израильтян стал неприемлемым, они быстренько свернули свою агрессию против Ирана в прошлом году. Новым козырем иранцев стало объявление о закрытии Ормузского пролива. Вчера прошло заявление о его открытии до дальнейшего уведомления. Однако выглядит это как типичный туман войны. Дело в том, что американские корабли остались для Ирана законной военной целью, и находиться рядом с ними – это оказаться в зоне конкретных боевых действий. Атака на Иран стала для США чрезвычайно дорогостоящим предприятием, причем затраты растут каждый день. На театр военных действий пригнали почти треть всего военно-морского флота США, включая 2 авианосных соединения. Ракеты тоже не дешевые, и число их ограничено. То есть расходы составляют десятки и даже сотни миллионов долларов в день. Все это с неизбежностью отразится на рынке американских акций. Чтобы минимизировать ущерб, Вашингтон начал атаку в субботу, но каждый новый день боевых действий будет наносить все больше ущерб американской экономике, которая и так переживает непростые времена, считают эксперты. На наземную операцию в Иране у США нет ни сил, ни возможностей. Им неким оккупировать огромную 93-миллионную страну. Расчет лишь на то, что бомбежки вызовут там хаос, а под это дело удастся пропихнуть во власть свою марионетку. Конфликт США и Ирана может спровоцировать остановку судоходства в Персидском заливе и вывоза нефти с Ближнего Востока на некоторое время. Такое мнение РИА Новости высказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Эта ситуация может привести к остановке судоходства в Персидском заливе, соответственно, вообще к прекращению вывоза нефти с Ближнего Востока на какое-то время из-за идущих боевых действий, прокомментировал эксперт. Агрессия США и Израиля против Ирана грозным эхом отозвалась по всему Ближнему Востоку. Взрывы ракет и беспилотников сотрясают Арабские Эмираты, Бахрейн, Иорданию и Кувейт. Иран нанес удар по всемирно известному отелю «Фейермонт» в Дубае на фоне того, что война, развязанная США и Израилем против Ирана, быстро распространилась на остальной Ближний Восток. В субботу пишет The Guardian. Жители в шоке наблюдали, как иранская ракета попала в 5-звездочный отель в роскошном районе Пальма-Джумейра в Дубае. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как у входа в отель вспыхнул пожар, в результате которого 4 человека получили ранения. В других странах Персидского залива, которые ранее считались оазисами стабильности на Ближнем Востоке, разворачивались аналогичные сцены, отмечает The Guardian. В течение нескольких часов после запуска первых американских и израильских бомб Иран нанес ответные удары по более чем 6 странам, затронув те места, которые ранее не были затронуты эскалацией кризиса. Когда Иран ответил на удары США и Израиля бомбардировками стран Персидского залива и Израиля, к драке присоединились его региональные сторонники, отмечают The Guardian. Всего через несколько часов после начала операции, которую Вашингтон назвал «эпическая ярость», боевые действия уже вышли далеко за географические рамки предыдущей войны в Иране в июне 2025 года, которая была почти полностью ограничена Израилем и Ираном. Министерство иностранных дел Республики Абхазия внимательно отслеживает развитие ситуации в регионе Ближнего Востока и выражает обеспокоенность в связи с обстановкой, сложившейся в результате неспровоцированных ударов США и Израиля по территории Ирана, говорится в заявлении МИД Абхазии. А теперь к другим темам. Делегация МИД Республики Абхазия, возглавляемая министром иностранных дел Олегом Барциц, посетила с рабочим визитом Республику Южная Осетия. В рамках рабочего визита в Республику Южная Осетия состоялась встреча министра Олега Барциц и президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева. Была также проведена встреча абхазской делегации с председателем парламента Аланом Маргиевым. Отметим, также состоялся
Отметим также, что состоялся рабочий визит министра в Москву. Подробнее о том, как прошли эти визиты, мы смогли узнать в ходе интервью с министром иностранных дел Абхазии Олегом Барцыц. Предлагаем вашему вниманию это интервью. Прежде всего, хотелось бы начать с вашего рабочего визита в Южную Осетию. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Мы, конечно, читали информационные сообщения МИДа, но от вас было бы отлично услышать, чему был посвящен визит, какие были встречи. Здравствуйте, уважаемые телезрители, уважаемая Арифа. Добрый день. Действительно, состоялся рабочий визит делегации Министерства иностранных дел Республики Абхазия в дружественную и братскую для нас страну, Республику Южная Осетия. Этот визит прошел в очень конструктивной, дружественной, теплой атмосфере. Хочу особо отметить, что мы пообщались на самом высоком уровне с нашими коллегами из Южной Осетии. Прежде всего, хочу сказать, что нас принял президент Республики Южная Осетия Алан Эдуардович Гаглоев. Состоялась очень теплая беседа, в ходе которой я передал ему приветствие и наилучшие пожелания от президента Республики Абхазия Бадра Зурабовича Гумба. И в ходе этой беседы мы обменялись самыми актуальными, самыми чувствительными вопросами по нашей совместной повестке. А как известно, Абхазия и Южная Осетия активно взаимодействуют между собой по различным направлениям. Недавно состоялся очень обширный экономический форум, где практически все руководство Абхазии присутствовало. Для Южной Осетии это важное, значимое событие. Также были наши партнеры и коллеги из руководства Российской Федерации. Довольно высокий уровень представительства. И вот наша поездка, нынешняя поездка, она, конечно, развивает и укрепляет те заложенные принципы, которые у нас есть в наших взаимоотношениях. Прежде всего, вопросы касались совместной деятельности на, что называется, внешнеполитическом треке. И здесь, конечно, во главе угла стоят наши совместные усилия по представлению наших стран на международных площадках. Прежде всего мы имеем в виду Женевскую площадку. Это международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье. Кроме того, состоялась встреча с министром иностранных дел, моим уважаемым коллегой Ахсаром Муратовичем Джоевым, и мы подписали план консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел Республики Южная Осетия. Ну, в двух словах скажу, для того, чтобы более отчетливо понимали наши телезрители, что такое план консультаций. План консультаций – это некая дорожная карта, которая присутствует в нашей совместной повестке, которая регламентирует порядок и интенсивность наших совместных действий. Подписанный план консультаций, конечно, дает нам более четкую картину по ближайшему графику наших совместных встреч, наших заявлений, наших общих действий. Все, что касается нашего сотрудничества, партнерства на международной арене. Также с чувством глубокого удовлетворения хочу рассказать о том, что состоялась встреча в парламенте Республики Южная Осетия. Вас принимал председатель, насколько я понимаю. Да, председатель парламента, спикер парламента Алан Таймуразович Маргиев. И присутствовал также еще и вице-спикер Таймураз Валерьевич Таттаев, глава Международного комитета парламента, депутат парламента Дриаев. И поэтому, конечно, тут тоже достаточно высокий уровень нашего взаимодействия. И мы пообщались на различные темы, в том числе и с удовлетворением констатировали тот факт, что сегодня взаимодействие между Абхазией и Южной Осетией по межпарламентским связям проходит очень интенсивно. Делегации из Южной Осетии у нас бывают, и наши депутаты мне об этом рассказали подробно, посещают Южную Осетию, поэтому я считаю, что достаточно хороший уровень нашего партнерства и взаимодействия. И, разумеется, встречи
в Государственном университете Южной Осетии, ЮОГУ, и встреча с моим старинным товарищем, которого я уже знаю длительное время, ректором университета Вадимом Батазовичем Тедеевым. Мы и наши члены делегации осмотрели с большим интересом возможности, которые сегодня есть у Юго-Осетинского государственного университета. Поговорили о взаимодействии с нашим университетом, у ректоров и у нашего ректора Абхазского госуниверситета Олега Алексеевича Гварами, и у Вадима Батазовича Тедеева давние партнерские, дружеские отношения. И поэтому, конечно, наше сотрудничество наполнено еще и этим межуниверситетским содержанием. И мы осмотрели и библиотеку, и классы, и телевидение, студия, которая работает с большим успехом на базе Юго-Осетинского государственного университета. Одним словом, очень насыщенная. Вы были в Москве, у вас было рабочее совещание в ВДНХ. Может быть, есть еще какие-то вещи, о которых мы не знаем. Может быть, вы расскажете и об этом в своем московском визите. Да, и состоялась, она была уже после визита в Южную Осетию. Я действительно посетил столицу Российской Федерации, город Москву. Это было и участие в итоговом большом фестивале «Артидок. Время наших героев», который делает Россия сегодня. Это наши друзья, наши партнеры. Не секрет, что недавно состоялось в Абхазии такое массовое и очень масштабное, амбициозное мероприятие. Мы помогли организовать это здесь, в Абхазии. Присутствовали и ветераны СВО, и военкоры, и руководство Russia Today. Поэтому, конечно, это наши друзья и партнеры. И вот я поучаствовал в этом большом событии в Москве. Кроме того, конечно, особо хочу отметить один из пунктов моей программы моей поездки. Это посещение ВДНХ. Там мы организовали большое рабочее совещание с руководством Международного культурно-делового центра Республики Абхазия, МКДЦ, и с технической службой Международного культурно-делового центра Абхазии, а также с подрядчиками и руководством ВДНХ, которые доложили о завершении работ по реконструкции, реставрации и приведению в готовность нашего национального центра. С удовлетворением хочу сказать, что, скорее всего, в мае сего года мы получим наш национальный, культурный, деловой центр в самом сердце Москвы, столицы России. И, конечно, это не может не вызывать чувство глубокого удовлетворения. Посмотрели качество выполненных работ, проверили готовность всех систем, а это очень сложный и масштабный организм, без преувеличения скажу. Это большое здание, более 1200 квадратных метров, в исторической части ВДНХ. Нам посчастливилось занять это место в этом историческом, экскурсионном, туристическом пространстве Российской Федерации. И, разумеется, мы проверили готовность всех служб, которые будут осуществлять жизнедеятельность этого масштабного и очень амбициозного объекта. Перед этим, как известно, президент Республики Абхазия Бадыр Зурабович Гумба посетил наш национальный центр, осмотрел качество выполненных работ, а мы сейчас сконцентрировались над тем, каким реальным содержанием наполнить работу этого очень важного проекта для Абхазии. И здесь уже, конечно, у нас есть очень серьезное предложение от различных сообществ, от научных, исторических, культурных, которые выражают очень серьезный интерес к совместной работе на площадке этого центра. Наш национальный центр, наш павильон на ВДНХ, это будет очень амбициозная, мультифункциональная площадка. Я уже не раз говорил об этом, и с удовлетворением хочу сказать, что мы
в ближайшее время начнем работу по созданию настоящей визитной карточки Абхазии за рубежом. Это самая амбициозная площадка, которой мы обладаем в зарубежном пространстве. И она, разумеется, должна соответствовать многим нашим целям и задачам. Я думаю, что здесь, конечно, мы очень серьезное наполнение внесем и по линии задействования такого потенциала, как креативная экономика. Не секрет, что в Абхазии уже развивается это направление. Его здесь, в Абхазии, поручено возглавить министру культуры Дауру Вадимовичу Кове, который создал уже специальное подразделение по внедрению вот этих новейших достижений, новейших принципов креативной экономики. Недавно, как известно, состоялось большое собрание ассоциаций различных сообществ наших ремесленников, которые создают очень аутентичную, талантливую, самобытную продукцию. К моему такому приятному удивлению, их оказалось очень немало в Абхазии. Это самые разнообразные направления. Я рад подчеркнуть тот факт, что у нас немало талантливых, очень пассионарных, целеустремленных, в том числе и молодых людей, которые обязательно создадут такую очень интересную, привлекательную продукцию для самого широкого круга интересующихся историей, культурой, бытом Абхазии. И я уверен, что эта часть работы, которая сегодня развивается в Абхазии, она обязательно найдет свое отражение и свою площадку, в том числе и в нашем национальном центре на ВДНХ. Вот этому тоже мы посвятили достаточно серьезное время, и это очень хорошо коррелируется с нашими совместными усилиями, в том числе и с нашими российскими коллегами. Как известно, Управление общественных проектов администрации президента Российской Федерации уделяет этому большое внимание. Вот именно перспективным, креативным индустриям, креативной экономике. Я думаю, мы здесь будем иметь пример очень такой серьезной коллаборации, сотрудничества с нашими российскими коллегами, также и с правительством Москвы. Как известно, несколько недель назад, в ходе предыдущего моего визита в Москву, я встречался с министром правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей, господином Череминым, и мы с ним обсудили в том числе и опыт, который есть у правительства Москвы также. Это агентство креативных индустрий, очень интересное образование, очень интересные наработки у этих талантливых и очень таких прогрессивно мыслящих наших коллег из Москвы. И поэтому, конечно, мы будем создавать такой симбиоз усилий. Для небольшой Абхазии, я считаю, это важнейшее направление. Оно может очень серьезно оживить деловую, творческую, интеллектуальную активность наших очень многих талантливых граждан. Мы на это всерьез рассчитываем. Благодарю. Хотелось бы немного поговорить об актуальной, скажем так, повестке в мире. В том числе мы видим, как серьезно обострилась ситуация на Ближнем Востоке, удары по Ирану и ответные удары уже Ирана. Мы видели тот комментарий, заявление, которое сделал МИД, но хотелось бы все-таки знать ваши отношения ко всему, что происходит. Отношения иным быть не может. Это чувство глубокой тревоги, обеспокоенности за вот такой ход развития ситуации. Причем мы трактуем эти удары по Ирану как немотивированные. Это были не спровоцированные действия, односторонние действия США и государства Израиль. Мы видим, что Иран оказывает сопротивление. Конечно, опасения существуют того, что и иные страны региона будут втянуты в этот конфликт, и это уже подтверждается определенными событиями, которые в эти дни развиваются. Это и ответные удары Ирана по таким странам, которые приняли у себя американские базы, как Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия. Конечно, это все не может не вызывать большой тревоги.
Поэтому, конечно, мы присоединяемся к тем заявлениям, которые были сделаны и со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации, о том, что необходимо прекратить эскалацию в этом регионе и перейти к попыткам решить эту проблему, этот конфликт за столом переговоров. Нет альтернативы, это наше глубокое убеждение, дипломатическим усилиям для того, чтобы снизить эту военную активность, не продолжать и не масштабировать страдания людей, а мы видим, каким гуманитарным ужасающим последствиям приводит данная эскалация в регионе. Конечно, это все вызывает самое глубочайшее сожаление и обеспокоенность. Кроме того, конечно, нас еще беспокоит то, что в зоне конфликта, в том числе, допустим, и в Арабских Эмиратах, находятся граждане Республики Абхазия. Понятно, что большинство из них прибывает туда с паспортами России, они являются и гражданами России. Поэтому мы ведем очень интенсивную работу сейчас по отслеживанию, по тому, чтобы промониторить количество находящихся граждан Республики Абхазия в тех же самых Арабских Эмиратах, для примера. У нас есть различные данные, они пока что не систематизированы в силу затрудненности коммуникаций, в силу того, что наши граждане не информируют Министерство иностранных дел и иные наши государственные органы о намерении посетить ту или иную страну. Мы понимаем, что это объективное положение дел, но тем не менее мы обязаны по мере своих сил стараться отслеживать нахождение граждан Республики Абхазия в той или иной горячей точке. С этой целью сейчас в ближайшее время создается такой рабочий чат. Вот буквально 1,5 часа назад я провел телефонный разговор с господином Багратом Хутаба. Наш руководитель департамента соответствующего регионального, господин Артур Гагулия, взаимодействует с ним. Мы создадим такой чат совместно с нашими неравнодушными соотечественниками. Некоторые уже вышли на связи, помогают активно нам в этом деле, где попытаемся сконцентрировать все эти случаи нахождения наших граждан на территории той или иной страны, вовлеченной в этот конфликт. Прежде всего начали с Арабских Эмиратов, поскольку по разным данным, не буду сейчас называть цифры, они пока, как я уже сказал, не подтверждены. Но по разным данным определенное количество наших граждан все-таки присутствует и в Дубае, и в Абу-Даби, и даже в Шардже. Поэтому, конечно, это все не может пройти мимо нашего внимания. Мы будем создавать возможности коммуникаций, где можем понять количество и статус нахождения наших граждан вот в таких странах. Это часть работы, которую мы обязательно будем проводить. Мы уже ее инициировали и будем продолжать действовать на этом направлении. Олег Мсасович, благодарим вас, что нашли время ответить на наш вопрос. Спасибо. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.